Буком называют уникальное дерево, которое не имеет аналогов во всем мире. Древесину этого растения ценят во всех точках нашей планеты. У бука есть несколько разновидностей. Одной из самых интересных считается восточный или кавказский. Вообще в мировой флоре всего 9 видов насчитывается буков. Один из этих видов встречается у нас на Кавказе, бук восточный, Fagus orientalis. Это довольно мощное и красивое растение, является основной лесообразующей породой широколиственных лесов и наиболее распространенной формацией лесов образует на территории нашей республики. Родиной распространения бука восточного считается Кавказ. В этой точке земного шара растения образуют буковые и смешанные лиственные леса. Помимо этого, культура произрастает в Крыму. Ее часто можно встретить в ущельях, на берегу реки, на склонах гор, довольно редко на равнинных территориях. В субальпийском регионе порода представлена многослойным низким деревцем с изогнутым стволом. Бук восточный, очень мощное и красивое дерево, мощную крону образует. Вот эта мощная крона, она настолько является таким силовиком или идентификатором, что практически в пологе этого леса не встречается ни подростка, ни травянистого яруса. Кавказский бук – это мощный, теплолюбивый представитель флоры. Его высота может достигать от 30 до 50 метров. При этом диаметр ствола составляет 2 метра. 50 более лет он уже становится более таким мощным растением. То есть для возобновления, к сожалению, очень много времени нужно, причем учитывая тот факт, что он тяжело возобновляется в плане того, что менее конкурентоспособная порода, и там, где вырубается, там уже территорию захватывают другие породы растений. Это дерево имеет яйцевидную, либо цилиндрическую густую и широкую крону. Кора бука характеризуется гладкостью и небольшой толщиной. Отличительной чертой растения считается серо-пепельный гладкий ствол. Чистое насаждение бука называется девственные буковые леса. Они состоят из одного бука, или же в примеси встречается еще в подлеске может встречаться вид тис ягодный. Тоже он является краснокнижным реликтовым видом. Кстати, бук сам тоже является третичным реликтом, то есть где-то с периода 60 миллионов лет назад. Вот за этот период он встречается во флоре, в частности во флоре нашей республики. Ценность восточного бука заключается в его плодах, созревающих в середине сентября и в начале октября. Плод этой культуры имеет трехгранную структуру. Он гладкий, остро-ребристый, односеменной орешек коричневой окраски. Эти орешки у них появляются не каждый год. 2-3 года только один раз плодоносит. Двудомные растения, у них абсолютно невзрачные цветки, но при этом очень мощные, красивые растения. Они содержат определенные алкалоиды, и поэтому могут вызвать слабое отравление, поэтому они подвергаются предварительной тепловой обработке, или поджаривают, или их подсушивают при высокой температуре, только потом можно их есть. Но они довольно обладают приятными вкусовыми качествами, съедобные и для животных, и для человека тоже. Главная ценность бука – его древесина. Она используется в мебельном производстве, из нее делают паркеты, бочки, весла и разную домашнюю утварь. Но вырубая такую ценную породу дерева, мы наносим большой урон природе, и поэтому надо знать меру вырубки бука. К сожалению, с прошлых веков бук нещадно вырубался, особенно в качестве и топлива, и в качестве строительного материала, и вывозился. Вот многие исследователи, Иванов, Михайловский, еще в начале прошлого века, 1905-1902 года, в своих трудах отмечают, что он нещадно вывозился в Моздок, во Владикавказ. Ну и местным населением тоже этот бук в связи с развитием кустарного производства в последнее время, особенно он подвержен вырубке для мебельного производства. В настоящее время этот бук у нас сохранился чистыми насаждениями только в труднодоступных таких в крутых склонах, в небольших местах, особенно за селением Датых, Корилам. Эти склоны практически были покрыты чистым буком. Сейчас в примеси появился граб кавказский, это более конкурентоспособный вид, там, где вырубается бук, там эту территорию захватывают уже более конкурентоспособные другие виды, в частности граб кавказский, клен траутветтера, дуб черещатый. Такие участки уже называются смешанные леса.
Буку присуща тенелюбивость, отсутствие требовательности к почвенной влажности и плодородию. Отдельные виды растений широко применяются в озеленении городских парков и лесопарков, так как листва бука обладает плотной структурой и хорошо формируется. Ее применяют в изготовлении изгородей. Буковые насаждения располагаются в курортных зонах. Огромное значение бук восточный придает очищению воздуха, оберегает почву от коррозии, противостоит заиливанию водоемов на прибрежьях водных источников.